Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе. Встреча в Симферополе. Премьер-министр Артур Микваби находится с рабочим визитом в Крыму. Выбрали судьи, предотвратили легализацию преступных доходов, финансирование терроризма. Репортаж заседания сессии парламента. Износ оборудования госкомпании «Черноморэнерго» составляет 90%. Пресс-конференция руководителя компании Аслана Басария. В Республике Крым с рабочим визитом находится премьер-министр Республики Абхазия Артур Микваби. В международном аэропорту Симферополь главу правительства Абхазии встретил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Артур Микваби уже провел рабочую встречу с полномочным представителем президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Олегом Беловенцевым, главой Республики Сергеем Аксеновым, министрами экономики, промышленной политики, транспорта Республики Крым. В ходе встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым обсуждались вопросы сотрудничества и взаимодействия двух республик в сфере экономического развития, промышленности, сельского хозяйства и торговли. По словам Аксенова, у торгово-экономических отношений двух республик большое будущее. Стороны обсудили будущие гуманитарные проекты, а именно обмен студентами и возможность отдыха детей. А сегодня Артур Микваби дал пресс-конференцию для крымских и российских СМИ в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе. В мероприятии также принял участие постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов. Предлагаем вашему вниманию отрывок из пресс-конференции. Будет ли паромное сообщение, как видится решение этого вопроса, потому что по Черному морю между Крымом и Абхазией действительно гораздо проще устанавливать какие-то контакты, нежели все-таки в окружную, через переправу и так далее. А наверняка крымчане с большим удовольствием тоже в качестве туристов, в свою очередь, могут посетить Абхазию и наоборот. Можно ли конкретно, на самом деле мы это обговариваем, и кроме того, что мы хотим возить к вам, и от вас к нам возить, в смысле, товары, речь идет о том, что вы могли бы быть пассажироперевозки. Как мы будем это делать, по этому вопросу, который вы задали, мы на самом деле в нашу делегацию включили генерального директора абхазского пароходства, где эти вопросы мы, я думаю, что отрегулируем и будем их решать. И вы совершенно правильно задали вопрос, мы тоже, как и вы, понимаем необходимость взаимного общения. Это очень важный вопрос. Думаю, что этот вопрос можно решить. Раньше это все было, когда из Абхазии ходили суда, большие океанские даже лайнеры, но паром на сегодняшний день был бы достаточно удовлетворял бы, наверное, всех нас на первом этапе. Евгения Мартыненко, РИА Новости, Крым. Артур Артемович, вот у вас в Абхазии замечательные вина. Наши крымчане очень любят ваши вина. У нас тоже замечательные крымские вина. В связи с этим хотелось бы спросить, а планируете вы, помимо цитрусовых и других материалов, поставлять в Крым алкоголь и винную продукцию? Спасибо. Вы знаете, мы как раз и сказали об этом. Давайте мы более интенсивно будем заниматься этим вопросом. И на самом деле это вопрос бизнеса, бизнесменов. Мы просто еще раз напомним, что это очень интересная, в смысле, отрасль. Но я могу вам сказать, что на сегодняшний день наша компания, абхазская компания, является поставщиком в Россию 20 миллионов бутылок в год. Это, в смысле, достаточно серьезный показатель. Но у вас свои великолепные вина, и конкурировать, наверное, здесь не так просто, но мы обязательно эту задачу поставим перед своими бизнесменами. И, конечно же, обмен. Мы хотим, чтобы ваши вина у нас были. Мы знаем великолепные крымские вина, нет у нас никаких вопросов к этому. Подробный репортаж о пребывании абхазской делегации в Крыму смотрите в нашем эфире завтра. Из Крыма абхазская делегация, возглавляемая премьер-министром Артуром Микваби, направится в Москву, где 23 декабря состоится 11-е заседание Российско-Абхазской межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией. Российскую сторону межправительственной комиссии возглавляет заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Хлопонин. Предыдущее заседание Российско-Абхазской межправительственной комиссии прошло 17 апреля в Сухуми.
Сегодня сессия Народного собрания продолжила свою работу. Часть вопросов, которые депутаты не успели обсудить в пятницу, была рассмотрена парламентариями сегодня. В повестке дня назначение судей Верховного и районных судов, законопроект о предотвращении легализации преступных доходов, финансирования терроризма. Репортаж Наалы Мукба. Заседание сессии парламента началось с решения кадровых вопросов. Парламентариям было предложено 11 кандидатур судей Верховного и районных судов. Из них 10 депутаты одобрили. Законодатели отклонили кандидатуру Умара Берулава на должность судьи Верховного суда. Затем парламентарии внесли изменения в ряд нормативных актов. В частности, в закон о воинской обязанности и военной службе, о военнослужащих и закон об обороне. Согласно изменениям, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям будут приравнены к военнослужащим. Речь идет об их материальном обеспечении. Проект закона был принят в первом чтении. Было выведено из состава Министерства обороны пожарная служба из состава и структуры органов внутренних дел. Работники УЧС утеряли специальный статус. В 2010 году постановлением Кабинета министров было утверждено временное положение о порядке прохождения службы в органах по чрезвычайным ситуациям, и по настоящее время данным временным положением им был присвоен специальный статус, и они получали заработную плату, в том числе с учетом надбавок за выслугу лет и за звание. На заседании сессии был рассмотрен законопроект, касающийся работы банков, предотвращения незаконных денежных потоков через них и финансирования терроризма. Ранее эту сферу деятельности регламентировал указ президента. Проект закона принят депутатами в первом чтении. Настоящий законопроект направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма предотвращения легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Депутаты также внесли изменения в закон о порядке опубликования и вступления в силу законов и других подзаконных актов, принятых парламентом, тем самым расширив круг официальных источников информации. Данным проектом предлагается расширить перечень официальных источников и добавить в этот закон официальный источник как официальный сайт президента. И это снимет еще одну проблему, как раз ограниченности доступа к правовой информации со стороны граждан, со стороны предпринимателей и в том числе и со стороны правоприменителей. Парламентарии внесли поправки в закон о карантине растений. Новая редакция подразумевает присвоение классных чинов сотрудникам карантинной службы. Дебаты развернулись вокруг сделки по обмену между Госкомимуществом и компанией Амобайл. Государство просит разрешения на передачу бывшего здания СФТИ в Синопе в собственность сотовой компании, а та, в свою очередь, передаст государству строение в центре столицы, которое в дальнейшем перейдет Министерству внутренних дел. Такое решение некоторые парламентарии посчитали невыгодным для государства. У меня есть существенные сомнения в том, что не нравится мне, правда? Это не равноценно, но явно на глаз даже видно. 3000 квадратных метров меняем, зарплата 3 миллиона. Можете объяснить? Тем не менее, депутаты приняли проект во втором окончательном чтении. На сегодняшний день построить для нужд МВД такое здание мы из бюджета потратим десятки миллионов рублей. И принимая такое решение, депутаты сохранят десятки миллионов рублей. А мы еще и сохраним. Да, мы сохраним бюджетных средств, Алмаз Северянович. На заседании сессии была также утверждена смета расходов Национального банка. Вопросы назначения членов Национального банковского совета и правления были отложены для рассмотрения на следующих заседаниях. Наала Мукба, Роберт Ломия, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Износ оборудования госкомпании «Черноморэнерго» составляет порядка 90%. Хозяйство ветхое, при этом с каждым годом растет количество потребляемой электроэнергии по всей Абхазии. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор госкомпании Аслан Басария. Тем не менее, несмотря на существующие сложности, госкомпания готова к зимнему сезону. Все службы укомплектованы, работают в усиленном режиме и готовы к устранению возможных аварий. Проведено большое количество ремонтных работ, в том числе и капитальных. В «Черноморэнерго» рассчитывают на инвестиции и российскую финансовую помощь, что позволит провести необходимый ремонт и закупить новое оборудование. Мы готовы к прохождению зимнего периода на предмет устранения тех или иных аварийных ситуаций, на предмет того, что все службы и все структуры укомплектованы и готовы реагировать для решения тех или иных задач, либо локализации именно аварийных ситуаций. Системно
решать вопросы энергетической отрасли можно только при наличии глобальных инвестиций, которых, как мы понимаем, на сегодняшний день нет. Поэтому для того, чтобы мы проходили те или иные зимние периоды, мы просто обязаны экономить электроэнергию. Полностью пресс-конференцию генерального директора Черноморэнерго Аслана Басария смотрите в нашем эфире сегодня. Крупный пожар произошел рано утром в минувшую субботу. Загорелась одна из научных станций в районе Маяка, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Учреждение входит в структуру Академии наук Абхазии. По предварительной версии, из-за короткого замыкания в электроприборе загорелся жилой металлический бокс. Помещение изнутри было обито материалами повышенной горючести, из-за чего температура горения резко возросла. Пожар тушили в течение 3 часов 3 пожарными расчетами. Пострадавших нет. По данному факту ведется следствие. В рамках 4-го Санкт-Петербургского международного культурного форума министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвира Арсаля и министр культуры России Владимир Мединский подписали план сотрудничества на 2016 год. В соответствии с планом стороны будут оказывать всестороннее организационное содействие в реализации обменных музыкальных, театральных и выставочных проектов. Об этом рассказала сегодня журналистам Эльвира Арсаля на брифинге в Сухуме. Репортаж Ренаты Шакая. Абхазию на 4-м Санкт-Петербургском международном культурном форуме представляла делегация, возглавляемая министром культуры и охраны историко-культурного наследия республики Эльвирой Арсаля и заместителем министра Баталом Кубахи. Касаясь подписанного с Министерством культуры России плана мероприятий на 2016 год, Эльвира Арсаля отметила, у жителей Абхазии появится возможность ознакомиться с репертуаром российских театров, а также с творчеством известных артистов. План мероприятий будущего года, он содержательный, он интересный. Мы постарались задействовать разные направления в рамках культурного сезона на будущий год. У нас пройдут гастроли Вахтанговского театра. Наши артисты, творческие коллективы смогут с гастролями посетить культурные столицы. В этом году, как раз в год юбилея ЮНЕСКО, у нас получилось расширить план мероприятий по именно охране историко-культурного наследия. Очень важно, что мероприятия культурного сезона, они откроются в апреле большой научно-практической конференции, которая пройдет здесь, в Сухуми. 4-й Санкт-Петербургский международный культурный форум, приуроченный к 70-летию ЮНЕСКО, проходил с 14 по 16 декабря. В первый день форума на новой сцене Мариинского театра состоялась торжественная церемония открытия 4-го Санкт-Петербургского международного культурного форума. В его рамках прошла церемония передачи эстафеты от Года литературы к Году российского кино. В праздничном открытии приняли участие известные деятели культуры России и зарубежных стран. Встречи были очень интересные, очень много было площадок различных в Питере, мы все посещали. Я не смог и половину того, что хотел посетить, потому что одновременно были в разных концах города. Очень интересные встречи. На заключительном пленарном заседании, где собрались люди, работающие в различных сферах культуры, была принята декларация обращения к мировому сообществу, подписана от конференции, связано с состоянием памятника культуры в зонах вооруженных конфликтов. Культурный сезон «Абхазия-Россия-2015» завершился в Москве, в Государственном Центральном музее современной истории России. Всю неделю там работала выставка известных абхазских художников. Посетителям были представлены картины из фонда Абхазской национальной картинной галереи. Экспозиция состояла из 48 работ. Рената Шакая, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. В Доме культуры города Гал прошла презентация фильма о Рицинском национальном реликтовом парке. В рамках программы экологического просвещения подрастающего поколения сотрудниками Рицинского реликтового парка в районах республики проводится ряд мероприятий. Об этом наш следующий сюжет. Рассказать о красоте и уникальности Рицинского реликтового национального парка школьникам и всем тем, кто там не бывал – вот цель программы сотрудников отдела науки и экологического просвещения национального парка. Уже год как запущена эта просветительская программа. И в течение этого времени научные работники парка побывали во многих районах страны. На встречах презентуют видеофильм о Рицинском национальном парке, рассказывают об истории возникновения озера Рица, об эндемиках, произрастающих на территории парка, показывают фотографии. Мы хотим донести до молодого поколения
до школьников, те, которым необходимо будет строить будущее нашей страны. Уникальность нашего региона и на примере небольшого уголка Рицинского национального парка представить эту уникальную природу, уникальную экосистему, а дети должны понимать, что жить с природой нужно в гармонии. Мы ездим по районам и хотим, конечно же, чтобы дети нашей всей республики друг с другом общались, была какая-то определенная связь, да, много информации, чтобы они получали, чтобы и просвещались благодаря вот таким вот небольшим лекциям. В рамках программы Рицинского национального парка запланирован ряд мероприятий для школьников. В перспективе работа экологического лагеря с участием представителей всех районов, празднование Международного дня леса, посадка деревьев в школьных дворах. Помимо этого уже ведется исследовательская работа с детьми из Гудаузского района. Амрамич Баляс Курсая, Саида Гухава, Абхазское телевидение. «Здравствуй, неповторимый Сухум» – так называется фотовыставка, открывшаяся сегодня в Центральном выставочном зале в рамках общественной кампании в защиту памятников архитектуры. Некоторых зданий, представленных в экспозиции, уже не существует. Часть из них была разрушена во время войны. Другая, по вине граждан, уже в наши дни. Большинство фотографий, выставленных в зале, взяты из коллекции известного абхазского историка, автора монографии по истории Сухума Анзора Агумава. Организатором выставки выступили Центр гуманитарных программ и молодые активисты. Экспозиция будет работать до 25 декабря. Главной целью проведения подобных мероприятий является привлечение внимания общественности к проблеме сохранения исторических и архитектурных памятников. В рамках нашей кампании мы провели ряд лекций, на которых историки, архитекторы и художники рассказали о Сухуме, об его истории. Значит, потом мы провели экскурсии, выбрали ряд зданий, по нашему мнению, наиболее значимых, и рассказали молодежи об их истории. И молодежь проявляет большой интерес к нашим мероприятиям. Особенно им понравился квест, который мы провели после экскурсии. В Сухуме завершился 7-й республиканский конкурс юных музыкантов имени Алексея Чичпа. Лауреатов и дипломантов награждали в Сухумском государственном музыкальном училище. В конкурсе участвовали 37 воспитанников музыкальных школ Гагарского, Галского, Сухумского районов республики. Валентин Жалдак – единственный виолончелист, принимавший участие в республиканском конкурсе. Педагог юного музыканта Алла Корженевская с сожалением заметила, что по классу виолончели во 2-й Сухумской музыкальной школе обучается только Валентин. Виолончель, мне понравилось ее строение. Очень музыкально, нравится мне тем, что с него производится очень-очень яркий, мелодичный, немножко приглушенный звук. Я немного волнуюсь перед выходом на сцену, но мне очень нравится играть на этом инструменте, и это мне помогает преодолеть свой страх. Перед галоконцертом в Сухумском музыкальном училище имени Алексея Чичпа награждали лауреатов и дипломантов 7-го республиканского конкурса юных музыкантов. Обладателями 3-й премии стали Валентин Жалдак, Малия Сильверстова, Елизавета Логуа и Скуина Гапетян. 2-й премии удостоены Полина Юрасова, Эдуард Цатурян, Уляна Глазкова, Нелли Сибелева. 1-ю премию 7-го республиканского конкурса юных музыкантов имени Алексея Чичпа завоевали Кая Хупори, Лана Адлиба, Мария Эмилия, Терзян Хагба и Анастасия Логуа. Помимо почетных грамот, участники конкурса получили денежное поощрение и подарки от культурного центра имени Юрия Воронова. Конкурсанты выступали в 3 возрастных группах и исполняли по 3 произведения. В течение всех конкурсных дней юных музыкантов оценивало жюри под председательством народной артистки Абхазии Аллы Отурба и заслуженного артиста Абхазии Давида Терзяна. Давид Терзян отметил слабый уровень подготовки по классу струнных и призвал ребят заниматься усерднее. А по словам Аллы Отурба, именно участие в подобных конкурсах позволяет юным музыкантам повышать исполнительское мастерство. Хочу обратиться сразу к тем, у кого, может быть, сегодня не все получилось. Это действительно только начало, и для участников конкурса должно быть только стимулом для того, чтобы потом доказать, что это была просто случайность. Огромная работа стоит за тем, чтобы выйти и сыграть на сцене. Музыкальное искусство исполнительское, оно существует только в один момент, и дублей у нас не бывает. Поэтому надо как-то готовить себя к тому, что выйти и показать все, что вы можете, это должно быть уже правилом.
По словам директора музыкального училища Нинель Бжаня, в будущем году программа конкурса будет изменена. Мы ее сделаем немного сложнее, но более насыщенной. Она у нас будет более интересной. Что касается струнного отделения, вот наши члены жюри, председатели, другие члены жюри сделали уже свои предложения по программе. Что касается номинации фортепиано, у нас будет сонатная форма. Вместо этюда у нас будет виртуозная пьеса. И, конечно же, у нас будут произведения наших авторов. В Сухумском музыкальном училище республиканский конкурс имени Алексея Чичипа проводится ежегодно. Первый конкурс юных музыкантов прошел в 2009 году. Организовывают его Министерство культуры и Сухумское музыкальное училище с целью привить детям любовь к классической музыке и выявить молодые дарования. Амрамич Басаидайба, Абхазское телевидение. Завтра, 22 декабря, в 18 часов, в Абхазской государственной филармонии состоится вечер, посвященный итоговой презентации проекта «Горная Абхазия. Времена года». Вход свободный. В завершении вечера будет представлен полнометражный документальный фильм «Горная Абхазия. Зима». И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью 3-5, днем 10-12 градусов, температура морской воды 13 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.